Глубоко уважаемый председатель, уважаемые участники конференции, основной задачей кардиологической службы является исполнение мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Республике Саха-Якутия на 2019-2024 год, которая была утверждена в июне 2019 года. Основной целью этой нашей региональной программы является снижение смертности от болезней системы кровообращения, повышение эффективности и качества и доступности медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. На этом слайде представлены основные индикаторы федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Их у нас кардиологических 5 индикаторов, 2 из которых являются основными. Это смертность от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения и смертность от инфаркта миокарда на 100 тысяч населения. Это 2 основных. И 3 дополнительных, тоже очень важных индикатора. Это больничная летальность от инфаркта миокарда, отношение числа рентгеноэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях при остром коронарном синдроме и количество рентгеноэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в абсолютном количестве. Вот на этом слайде видно, здесь красным маркером мы обозначили те индикаторы, которые по итогам 2019 года мы чуть-чуть не дотянули и не достигли, и зеленым там были обозначены на слайде те индикаторы, которых мы достигли и даже намного перевыполнили целевые показатели. На данном слайде представлены нестандартизированные показатели коэффициента смертности взрослого населения от болезней системы кровообращения в Российской Федерации и нашей республике в период с 2012 по 2019 год. Это данные Росстат. И здесь мы видим, первое, на что мы должны обратить внимание, то, что коэффициент смертности взрослого населения от болезни системы кровообращения почти в 2 раза ниже в нашей республике, чем в целом по Российской Федерации. И в связи с этим те темпы снижения этого показателя, которые заданы и утверждены нашей региональной программой, тоже низкие и в 2 раза ниже, чем в целом по стране, поэтому, конечно, достигнуть это будет сложно. В 2 раза ниже у нас должна быть смертность и в будущие, предстоящие годы до 2024 года. Но мы здесь видим, что как в нашей республике, как и в целом по стране, имеется устойчивая тенденция к снижению этого коэффициента, и он у нас так стабильно снижается. По данным Росстат за январь-декабрь 2019 года коэффициент смертности от болезни системы кровообращения на 100 тысяч населения составил 356 на 100 тысяч населения. Это более чем на 2% ниже в сравнении с базовым показателем 2018 года, но все же нам не удалось буквально дотянуть 2%, чтобы достичь запланированных цифр 347 на 100 тысяч населения в 2019 году. Однако надо отметить, что чуть-чуть вперед убежали, но ничего, что в целом этот коэффициент на 68% ниже, чем в целом по Российской Федерации. Я сейчас на конференции не могу. И на 35% ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе. И надо отметить, что по итогам 2019 года в 66 субъектах Российской Федерации не удалось достичь запланированных целевых показателей. На данном слайде представлены тоже нестандартизированные показатели смертности нашей республики от болезни системы кровообращения в 2019 году. Здесь мы представили эти данные в разрезе районов, и мы видим, что этот показатель, хотя он в 2 раза, вот средний показатель по республике в 2–1,5 раза ниже, чем в целом по России, как уже было сказано выше, и в Дальневосточном федеральном округе, но надо обратить внимание, что этот показатель имеет большую вариабельность по различным районам нашей республики. У нас есть такие районы, где очень высокий показатель смертности, который превышает показатели в целом по республике, но и еще и превышает российские показатели. На первом месте, к сожалению, у нас находится Алданский район, там достаточно большое население, а также Кобяйский, Алекминский и Жиганский районы. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста.
Мгм. Да, еще необходимо отметить, необходимо обратить внимание, что есть очень важный показатель – это смертность населения трудоспособного возраста в Республике Саха-Якутия. И вот этот показатель, он у нас был достаточно высокий, буквально еще в 2016 году, на это обратили внимание, когда приезжала комиссия Минздрава России в 2016 году. Вот, ну и на основании всех этих мероприятий, усилий, выполнения плана мероприятий, этот показатель удалось стабилизировать и значительно снизить, и уже в 2019 году вот плановый показатель был достигнут. Если, допустим, как среди мужского, так и женского трудоспособного населения. В 2017 году показатель был 790 у мужчин, показатель смертности, и в 2019 году он снизился до 733. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены тоже нестандартизированные показатели смертности трудоспособного населения в нашей республике, но мы здесь представили от ишемической болезни сердца. И мы здесь видим, что этот показатель, он тоже имеет большую вариабельность по районам республики. И здесь высокая смертность трудоспособного населения отмечена в Устьянском районе и Нижнеколымском районе, это отдаленные арктические районы, и здесь еще у нас по-прежнему лидирует Алданский район. Следующий, пожалуйста, слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Угу. Итак, вернемся к нашим целевым индикаторам. Значит, вот на этом слайде представлены два важнейших индикатора целевых федерального проекта. Это смертность от инфаркта миокарда на 100 тысяч населения, это основной индикатор. И дополнительный – больничная летальность от инфаркта миокарда. Обычно эти два показателя анализируют в связи друг с другом, потому что они неразрывно связаны, потому что больничная летальность от инфаркта, она как бы входит в понятие смертности от инфаркта миокарда, общей смертности. А здесь вот смертность от инфаркта миокарда в нашей республике, она традиционно всегда была ниже, чем в целом по Российской Федерации, существенно ниже. И у нас был запланирован показатель в 2019 году 27,1, мы его достигли. И хочу обратить внимание, что вот именно по этому параметру у нас имеется существенное снижение от базового значения исходного, которое было у нас 29,3 в 2017-2018 году. Здесь существенное снижение на 8%. Немножко по-другому обстоит дело с показателем больничной летальности от инфаркта миокарда. Здесь у нас достичь не удалось запланированного целевого показателя. Он у нас был запланирован на уровне 11%, но мы остались на цифре 13%. То есть превышение от целевого у нас 15% остается. Но, может быть, не все так плохо, потому что больничная летальность у нас высокая при низкой смертности от инфаркта миокарда. Это может говорить о том, что у нас лучший показатель госпитализации пациентов с инфарктом миокарда. Но в то же время надо помнить, что имеет значение не просто госпитализация, а имеет значение сроки госпитализации. Большое значение имеет профильность госпитализации. И, конечно, большое значение имеет качество оказываемой помощи через кожных вмешательств при остром инфаркте миокарда. Следующий слайд, пожалуйста. Можно следующий слайд уже. Медленный интернет. Да, следующий. Спасибо, да. На этом слайде представлена динамика смертности взрослого населения от острого инфаркта миокарда в нашей республике и в целом Российской Федерации с 2012 по 2019 год. Значит, Российская Федерация, это красным у нас здесь обозначено, наша республика, вот голубая, кривая. Мы видим, что этот показатель всегда был ниже, с одной стороны, ну и с другой стороны мы видим резкое его снижение, значимое, существенное снижение последние годы. И вот здесь зеленая кривая – это те показатели, целевые показатели федерального проекта, к которым мы должны стремиться и которые мы должны выполнить. Следующий слайд, пожалуйста.
Да, и у нас осталось еще два очень важных показателя, которые являются дополнительными. Вот один из них – это отношение числа рентгеноэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу пациентов, перенесших острый коронарный синдром. Это важнейший показатель на сегодняшний день. Вот. Здесь у нас был запланирован показатель 36, но мы достигли значения 56,7%, что на 60% выше от целевого показателя. И по этому показателю наша республика уже достигла запланированного даже с превышением показателя 2024 года. То есть у нас достаточное количество больных с острым коронарным синдромом попадает в сосудистые центры и получает эндоваскулярное лечение. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну и на следующем слайде у нас, да, вот последний наш целевой индикатор – это количество рентгеноэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. Но это в абсолютных цифрах. У нас было запланировано достигнуть в 2019 году цифры 983, но выполнили наши рентгеноэндоваскулярные хирурги 1363 процедуры при остром коронарном синдроме, что на 40% выше запланированного уровня. Но здесь тоже у нас индикатор достигнут со значительным превышением уровня 2022 года. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и таким образом, надо сказать, что в целом у нас складывается пока благоприятная, благополучная картина, но вот один наш показатель, это показатель больничной летальности от инфаркта миокарда остается еще высоким. И здесь представлены основные мероприятия для снижения больничной летальности. Но прежде всего это маршрутизация в сосудистые центры всех больных с острым коронарным синдромом, но, по крайней мере, не менее 95%. Выполнение, более широкое выполнение использования тромболитической терапии не менее чем у 85% больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ, которые поступают в первичное сосудистое отделение, где невозможно выполнить черезкожное вмешательство. И 90% тромболитической терапии должны проводиться на догоспитальном этапе. Также хочу обратить внимание, что все пациенты с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ должны маршрутизироваться, переводиться своевременно из первичного сосудистого отделения в региональные сосудистые центры для проведения черезкожных вмешательств. Следующий слайд. Следующий слайд. Но мы понимаем, конечно, что существуют определенные риски недостижения целевых показателей региональной программы, как в 2020 году, так и до 2024 года, особенно с учетом создавшейся сложной ситуации с инфекционным заболеванием. А для снижения риска недостижения целевых показателей предлагаются следующие мероприятия. Первое – это сохранение доступности диспансерного наблюдения в условиях изоляции карантинных мероприятий, обучение самоконтролю наших пациентов, дистанционные контакты с пациентом, активный надомный патронаж средним медперсоналом, заочная выписка препаратов, доставка лекарств тяжелым больным и адресные выезды для программирования ЭКС. И как бы в теме сегодняшнего дня обязательное сохранение профильных отделений, исключение перепрофилирования кардиохирургического отделения. К сожалению, наше кардиохирургическое отделение немножечко вот пострадало, когда было, по эпид-ситуации, их немножко сокращали. И, конечно, должна быть сохранена доступность оперативных вмешательств, доступность кардиохирургических операций и плановых ЧКВ. Следующий слайд, пожалуйста. И следующее мероприятие – это обеспечение профильности госпитализации при острых сердечно-сосудистых заболеваниях. Острые сердечно-сосудистые заболевания – это не только острый коронарный синдром,
Это и тромбоэмболия легочной артерии, это нарушение сердечного ритма, это острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности. Кроме того, надо обратить внимание на доступность медикаментозного лечения, особенно инфицированным больным, которые перенесли ковид, болеют ковидом, и применение препаратов без риска нежелательных лекарственных взаимодействий. И, конечно, очень важным является более широкое использование телемедицинских консультаций. Спасибо за внимание.